Здравствуйте, это рубрика «Прочтение», с вами Аздоева Ясмина, и сегодня мы поговорим о 3 разных книгах, которые я вам советую прочитать. На что мы готовы пойти ради достижения цели? Есть ли границы человеческого упорства? И как сильно мы зависим от мнения социума? Вот столько количества вопросов мы обсудим благодаря книге Джека Лондона «Мартин Иден». Итак, история разворачивается в американском городе Окленд, вокруг молодого рабочего Мартина Идена. Однажды он решает защитить человека благородного происхождения, зовут его Артур Морс. Тот в знак своей признательности приглашает его на обед. Находясь в доме Морзов, Мартин чувствует себя очень неуютно, так как всю свою жизнь он находился на торговых судах. Далее Артур Морс решает его познакомить со своей сестрой Руфь. Тот сразу же влюбился в нее, потому что никогда не видел девушку с такими манерами и такой красотой. И он решает ее добиться, измениться в лучшую сторону. После большую часть книги мы будем свидетелями изменения Мартина. Он стал много читать, правильно говорить и следить за собой. Прошу заметить, что Иден – простой человек из рабочего класса, вынужденный снимать угол у зятя своей сестры Гертруды, мистера Хиггинботтема. Ведя небогатый образ жизни, наш герой, тем не менее, тратит большинство своих денег на книги. Сперва брал в библиотеке, а потом покупал в лавках. Приличный костюм для встреч с Руфью и даже на оплату печатной машинки, которую он начал брать в аренду. Машинку для печатания он взял не просто так, а после идеи стать писателем. Вот мы и подошли к другой не менее важной теме в книге. Теме упорства и преодоления трудностей на пути к мечте. Ведь далеко не сразу Мартин овладел этим сложным ремеслом. Чтобы стать отличным писателем, герою пришлось пожертвовать многим. Главный вопрос – а стоило ли? В романе четко видна проблема тяжелой жизни рабочего класса. В отличие от буржуазии, тех же Морзов, где все цветет и пахнет, у простых людей жизнь намного хуже. Далее у нас книга Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Роман «Портрет Дориана Грея» был написан в 1890 году. Исследователи считают, что не без влияния Гёте Фауст. Перед тем, как написать, Оскар Уайльд поспорил со своим приятелем, что он напишет роман, который взбудоражит весь Лондон. 3 недели упорно Оскар Уайльд писал свой роман, и далее он был опубликован. Многие восхищались, но многие также презирали эту книгу. Характеристика образа Дориана Грея – один из наиболее спорных вопросов произведения Уайльда, так как герой очень неоднозначен. Его нельзя назвать добрым или злым, красивым или уродливым, милосердным или жестоким. Все эти качества сливаются в Грее, и каждый читатель видит в нем то, что ему хочется видеть. Образ развивается на протяжении всего романа. Сначала это юный молодой человек, который не осознает своей красоты и ее влияния на людей. Но стоит ему встретиться с лордом Генри, его темные стороны выходят наружу. Далее бесконечный поток аморальных поступков, осознание своих грехов и попытки выйти из порочного круга, которые заканчиваются полным крахом. Всю жизнь герой несет свои грехи за собой в образе портрета, который он хранит в своем чердаке. Мораль произведения проста и понятна каждому. Не стоит возводить на пьедестал внешние данные человека. Если он обладает красотой, это еще не говорит о том, что его душа также прекрасна. Листая первые страницы книги, мы начинаем знакомиться с образом Раскольникова в романе Достоевского «Преступление и наказание». Рассказывая историю его жизни, писатель заставляет нас размышлять над целым рядом важных вопросов. Трудно определить, к какому типу романа относится произведение. В нем поднимаются проблемы, затрагивающие различные сферы жизни человека – общественную, нравственную, психологическую, семейную, моральную. Родион Раскольников является центром романа, именно с ним связаны все остальные сюжетные линии великого произведения классика. Характеристика Раскольникова в романе «Преступление и наказание» дается автором постепенно. Сначала мы знакомимся с портретом Раскольникова. Кстати, он был замечательно хорош собой, с прекрасными темными глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен. Затем начинаем разбираться в его характере. Юноша умен и образован, горд и независим. Унизительное материальное положение, в котором он оказался, делает его угрюмым и замкнутым. Его раздражает общение с людьми. Любая помощь со стороны близкого друга Дмитрия Разумхина или пожилой матери кажется ему унизительной. Непомерная гордыня, больное самолюбие в нищенском состоянии порождает в голове Раскольникова некую идею, суть которой состоит в подразделении людей на 2 разряда – обычных и правоимеющих. На этом все. Читайте, развивайтесь и оставайтесь с нами.